Ассаламу алейкум. Уважаемые главы, гости. Сегодня у нас гость, поэтому хотим или не хотим, придется говорить на русском языке. Очередной раз мы собрались, проблем очень много в районе. Решаются проблемы решаются, но очень медленно. Медленно решаются, почему-то из 11 тысяч домовладений зарегистрированных ФИАС удалили 1120, а данным Дагенерго Россетей 7,5 тысяч домовладений классифицируемыми счетами. Получается, 3,5 тысячи домовладений мы все равно потеряли. Или мы потеряли, или Дагенерго потерял, или домовладение. Очень много вопросов с затроенными лицензиями, этими зеленками, затроенными. Есть вопросы, которые связаны с ФИАСом, газификацией. Много вопросов. И основной вопрос по налогам. Почему-то каждый раз мы сталкиваемся с одной и той же проблемой и начинаем сбор налогов с 1 декабря. Или в лучшем случае 20 ноября начинается у нас сбор налогов. Это имеется в виду земельный, имущественный и транспортный налог. Хотя по транспортному налогу мероприятий у нас проводится очень мало. Я понимаю, когда обычно там 50 человек, которые они не знают, зарегистрированы. Но в других населенных пунктах, когда есть люди, которые работают на государственной службе, ездят на своих машинах, имеют задолженность по 100, по 200 тысяч рублей транспортного налога, как можно эти деньги не собрать? Скажи, вот как можно эти деньги не собрать? Вот, примерчик, Ахмад, я других же слов не знаю, я знаю 20, например. Есть человек, который 300 тысяч налоги имеет. Человек, который ездит каждый день на машине. Гасанов Джамал Магомедович. Ахмад. 331 тысяч рублей за Джамал транспортный налог. Это же надо, или эти налоги надо списать, что он незаконно за ним начислен, или если он на самом деле, может он как абонент нас зарегистрировал в чужие машины. Это надо разобраться с такими вопросами. Точно даже здесь все КамАЗисты, которые в Кизилюрте работают, они по 200 тысяч рублей каждый имеет, если это задолженность. Или этот Юшагуна, Казбекова подходит Юшагуна, 235 тысяч рублей. А что, нельзя эти деньги изыскать с них? Магомедов Ахмеднаби Магомед Шарипович, Кахикал, 308 тысяч рублей. А что, вам деньги не нужны? Больше всего транспортные деньги тратятся на одного взрослого 200 миллионов дорог сделали, а налоги никто не хочет собирать. Я вчера налоговый позвонил, сегодня они мне список дадут, все, за кем это налоги. Мы же так не знали это. И как это не знали? Это же список, что Бальман Магомедовна не дошло до каждого глава? До каждого села, до каждого главы села этот список дошел с прошлого года каждый месяц. Почему Амишта Махмад дошел, почему Харьков Аден дошел этот список? Махмад до тебя дошел список? Дошел. Человек, который хочет работать, до них доходит. А до тех, кто не хочет работать, до них не доходит это все. Я это зачитал несколько примеров о земельном налогу. То есть по транспортному налогу. А таких налогов вот, больших, где до 150 тысяч рублей, 17 миллионов рублей у нас. 17 миллионов рублей, которые можно собрать абсолютно без каких-либо препятствий. Без проблем можно собрать. Точно такая же ситуация по налогам земельным и имущественным. Да, спасибо. В 2019 году все главы поработали хорошо. От 5,5 миллионов рублей мы спустили этот налог с большим трудом. До 3 миллионов рублей земельный налог спустили. И благодаря вам, благодаря вашему самоотверженному труду, теперь этот налог дошел до 3 миллионов 750 тысяч рублей.
У людей все меньше и меньше становится, а у нас все больше и больше становится. Мы же хорошо работаем, но же много нужно налогов собрать. Благодаря тем главам, которые не собирают этот налог, на 20% ежегодно увеличивается сумма недоимки. То есть плановая сумма тоже. Знаете же налоги. А мы, как всегда, все даем слово, что к концу года мы это все выплатим, и к концу года получается, что 30% земельного налога мы оплатили. И 27% имущественного налога. А что нам мешает сегодня платить эти налоги? Кто вам мешает эти налоги сегодня заплатить? Вы же знаете, в декабре за кого вы платите налоги? А что, в декабре по-другому, в мае по-другому это надо платить? Или вы 35 тысяч или 40 тысяч рублей с каждого населенного пункта не можете собрать? Элементарные вещи, которых не должно быть. На 2021 год 3 миллиона 743 тысячи рублей у нас налог, земельный налог. На 750 тысяч рублей мы больше план сделали себе, благодаря тому, что в 2020-2021 году не дособрали налоги. И точно так же имущественный налог. 1 300 000 было, 1 750 000 стало. Имущественный налог. Потому что недособранные налоги увеличиваются на 25% и дается план на следующий. Мы каждый раз говорим, ругаемся, говорим, что нужно налоги собрать, нужно работать, нужно. Это не потому, что мне это нужно, это потому, что каждому из вас нужна эта работа. Каждому населенному пункту. Вот сейчас мы стараемся, пытаемся провести мероприятия по строительству, готовимся уже к строительству водопроводов, канализации, школ, садиков в районе 3-4 миллиарда рублей. Как можно пойти в правительство и сказать, дайте нам 3-4 миллиарда рублей, когда мы налоги собираем на 80% от плановых показателей? Как можно говорить главе республики, что нам надо эти деньги? Потом приедет сюда, к концу месяца скажет, вот поднимет главу, скажет, а что вам нужно в селении делать? Вот здесь 24 года, 22 главы. Вот скажите, кому что не сделано за эти последние 3 года? Кому садик не отремонтировали, кому школу не отремонтировали, кому дорогу не сделали, кому водопровод не сделали, кому еще что-то не сделали. Встаньте, скажите сейчас. А за какие такие заслуги мы это все делаем? За что? Откуда мы деньги берем для этого? Откуда мы берем деньги для того, чтобы провести эти все мероприятия? Сегодня мы собрались с главом, здесь будут выступать все специалисты, каждый по своему направлению. И самая больная тема у нас, одна из больных тем, которую мы никак не можем привести в порядок, это генеральные планы. Каждый раз мы валим, главы валят на Умара, Умар валит на Хажимада, Хажимад валит на Махмада, Махмад валит на Амир Алиева, и получается замкнутый круг, который мы никак не можем, начиная с 13 марта, получается, мы сегодня уже 13 июня скоро, и решить элементарный простой вопрос мы не можем. Элементарный простой вопрос. Вот сегодня все сюда пришли, все знают, что надо генеральный план сделать. Вышли отсюда 5 минут, забыли, что генеральный план надо делать, забыли про Хажимада, забыли про Амара, про всех забыли, закончилось это все, пока глава не поднимет. А потом, когда начинается строительство того или иного объекта, когда нужно проект планировки территории, когда нужно генеральный план, когда нужно какие-то изменения внести и так далее и тому подобное, когда нужно земли перевести с одной категории в другую, когда нужно коммерческие земли отводить и так далее и тому подобное, все начинают бегать, вот у меня там это нет, у меня там того нет, дайте мне 10 соток земли, дайте мне план участка кому-то там, многодетным родителям, могли дать. Элементарно, когда вы не хотите провести анализ внутри населенного пункта заброшенных домов, которые есть. Если у человека
у отца был план дом, который от родительский был, если сын, наследник этого человека, если он не берет эту землю, то дом надо забрать у него. Так же? Так должно быть. А кто это сделал до сих пор? Все же говорят, что за 30 лет ни одного плана не дали. А посмотрите старые части населенных пунктов. В любом селе посмотрите. Старые части населенных пунктов. Все заброшено. Все хотят построить дома в полях. На пастбищах, на полях хотят построить дома. Это потому что... И в конце концов ищем виноватого. А кто виноват? А кто виноват в том, что у нас такая ситуация? Деньги вам отдали? Отдали. Возможности вам дали? Дали. Специалисты вам дали? Дали. А где генеральный план? А когда вы отправляете детей в магазин с деньгами, если он без хлеба домой пришел, вы что делаете? Это же не просто вам деньги отдали. За эти же деньги надо отвечать. Это же бюджетные деньги. Эти деньги наши жители. Эти деньги людей нашего района. Благодаря которым мы торжественно отчитываемся, что потратили эти деньги законно. 14 миллионов рублей потратили, то есть 8 миллионов рублей потратили в 2014 году и 0. Унитаз бросили это все. И теперь еще будем просить в бюджете деньги. Еще 14 миллионов рублей, чтобы те генеральные планы тоже привести в порядок. Так не должны тратиться бюджетные деньги. У них есть хозяин. В этих денег есть хозяин. Это народ. И когда они требуют с вас законно выделить им земельный участок, они правы. Если у человека не было земельного участка, если ему не выделялся план, у него нет имущества земельного участка занять закрепленно, ему надо дать участок. Если он от родителей ее не получил, от администрации не получил, этому человеку надо дать участок, ему надо дать возможность жить, развиваться дальше. Мы же для этого делаем это все. Все условия мы создаем для этого. У нас в районе, чтобы вы знали, электронно занесены каждое домовладение. Никому это не интересно. Абсолютно никому не интересно. В каждом населенном пункте каждое домовладение нанесено на карту у нас. Электронно это все есть. Есть диски. Обращайтесь к Камилеву, в каждом населенном пункте это все есть. 90% ваших домовладений, ваших адресов там есть. Ничего сложного в этом нет. Открыть эту карту, сверить со своим населенным пунктом, прямо на карте сверить это все. Нажать на любой адрес, показать, сколько человек там живет, никаких проблем нет. Только нужно это делать, работу нужно делать. Обращение задолженности по налогам. Самый основной вопрос, который у нас сегодня есть. Поступление налоговых и неналоговых доходов на консолидированный бюджет. Набиева Альбина Багметовна, пожалуйста. Уважаемые коллеги, как отметил глава района Нурмагомед Масудхаджиевич, одна из главных задач и в республике, и, соответственно, в районе – это пополнение, поступление в бюджет, сбор наших налогов. Поэтому есть план в республике, соответственно, мы составили свой план и работаем по этому плану. По оперативным данным, по состоянию на 1 июня 2022 года поступление налоговых и неналоговых доходов в муниципальный бюджет Эмират-Музалский район составил, что 1 миллион 774 тысяч рублей против 83 миллиона 955 тысяч рублей по плану, или 121% от плановых заданий на отчетный период. По видам налогов и сборов плановые задания выполнены по НДФЛ 119%, единый сельхозналог 203%, УСН 116%, неналоговый доход 153%. Самое больное место, или как сказать, у нас это земельный имущественный налог. План по земельному налогу выполнен только на 22%, то есть поступило всего 273 тысячи рублей, при плане 1 236 тысяч рублей. Имущественный налог физических лиц лишь 12%, поступило 66 тысяч рублей вместо 573 тысяч рублей. В разрезе сельских поселений
исполнение плановых заданий по земельному налогу обеспечено только муниципальным образованием село Цада. 20% и выше в сельском поселении Тлайлух 56%, Гацалух 35%, Хиндах 33%, Хунзак 31%, Чануси 30% и Обода 23%. По остальным от 2% до 8%. По сельским поселениям Хариколо, Мучок и Чотода исполнение идет со знаком минус. По имущественному налогу физических лиц пятимесячный план выполнен только сельсоветом Гацатинский 111%, дальше идет Амуши 58%, Мушули 46,7%, Цада 47%, а в остальных также 2-2,5% или со знаком минус. Большое внимание, как отметил Нурмагомед Мансургаджиев, за последние 2-3 года уделяется ликвидации задолженности предыдущих лет. Мы с большим трудом, как уже отметили, повторюсь, добились, чтобы нам снизили земельный имущественный налог. Мы поставили столько, сколько вы заявили в 2020 году. После этого у нас вот 25% от задолженности добавляется около 1 000 000 рублей земля и имущество. 740-745 земля и имущество у нас идет за счет задолженности. По задолженности отдельно по фамильные списки мы получаем от управления налоговой службы республики и мы отправляем вам. Мы получаем в целом по республике, Зайнудин делает выборку по нашему району из них и отправляет вам, чтобы вы выбрали своих налогоплательщиков. Там по фамилии идет. Может, там это нужно актуализировать. Может, особенно по транспортному налогу кто-то не живет, у кого-то нет машин, может, нет столько задолженностей. Вам это дается, чтобы вы разобрались конкретно с каждым человеком, актуализировали эти списки. Многие, вот мы запросили 18 мая, чтобы нам дали отчет, что вы сделали по этим спискам, которые мы вам отправляли. Многие тогда начали, что за списки, где что находится и так далее. Потом многие пишут, что они выполнили план в 2020-2021 году, и у них нет задолженности по земельным и имущественным отношениям, пишут. Ответили тоже половина сельских поселений на эти письма. Кто ответил, тоже многие вот отписались, что они выполнили планы, и у них нет задолженности. Эта задолженность идет за предыдущие 3 года, с 2018 года, 18, 19, 20. В этих списках есть 7 сельских поселений, сейчас я назову, где вот 2000-3000 рублей, в общем, до 10. Только у Славосинского, по-моему, 12 тысяч, вот 12 сельских поселений, которые ответили, скажу, на письмо. Батлаич, Гацат, Арака, Хамишта, Буцра, Уздалросо, Очло, Амуси, Хиндак, Амуши, Мушули и Хунзак. А другие на письмо не ответили. И вот отмечу, что задолженность по этим налогам вот 3-й год по земельному налогу уменьшится только на 213 тысяч рублей, а по имущественному и транспортному налогу, наоборот, задолженность увеличилась, соответственно, на 24 тысяч имущественный и 5 420 по транспортному налогу. Вот 7 сельских поселений, Ахалчи, Гацалух, Очло, Силух, Уздалросо, Хариколо и Чотода, имеют вот такие мизерные задолженности. Вот если они ликвидируют эти задолженности, по-моему, можно 2000-3000 даже свои поставить, наверное, чтобы не было задолженности. И у нас перечень сельских поселений сократился бы на 1/3. И по транспортному налогу у нас вот на 1 мая задолженность составляет вот 78 393 тысяч. Вот 71 человек вот на одном листе вот по самый большой, начиная до 150 выборку Зайнудин сделал, там 70 человек имеет задолженность около 17 миллионов. Начинается с миллиона, Абада 1, вот, дальше 400 чем-то, в общем, до 150, и все такие вот реальные, которые могут заплатить это. Дальше идут и копейки там есть даже.
Вот около всего 7800 плательщиков налога имеют задолженность по транспорту и земля, имущество, даже копейки. Вот если вы поработаете с этим списком, если актуализируете его, я думаю, это наполовину даже сократится. Если вы не можете вот из района выбрать вот пофамильно своего человека, вот, вам написали в письме тоже, подходите к Зайнуддину, он вам поможет. Вот сейчас мы будем представлять, у нас в августе бывает межведомственная комиссия по установлению налогов в республике. До этого мы вот в июне-июле представляем туда предварительные расчеты. Я думала вот вам дать то, что вот они нам представляют по земле, по имуществу. Вы всегда говорите, что у вас нереальный план, много и так далее. Вот я вам дам формы. Вот напишите, вот где у вас сколько имущества, сколько по категориям землю напишите, площадь, кадастровая стоимость. Есть у нас ставки налога, которые вы сами же утвердили, и дайте нам расчеты, вот реально, если у вас есть такая база, такая вот по форме, и мы представим вот эти вот расчеты. 78 миллионов рублей задолженность по транспортному налогу за 3 года. 5,5 миллионов рублей имущественный налог. И чуть больше этого земельный налог. Задолженность в бюджете Узарского района. Маленькое село Амишта. 300 тысяч рублей, да, мы должны бюджет за строительство этого парка. 300 тысяч рублей мы должны в этот бюджет. Еще кому мы сделали? АДА 330 тысяч рублей. Харькулов 600 тысяч рублей. Это только то софинансирование, которое мы вам даем, просто за то, чтобы вы построили там или отремонтировали то или иное здание. По проекту 100 школ. Больше 1,5 миллиона, около 2 миллионов рублей из нашего бюджета ушло в первую школу. Точно так же уйдет сейчас Рочеву школу. Точно так же уйдут эти деньги по всем объектам, которые мы делаем в этом районе. Все объекты. Это хорошо, что есть программы, в которых можно участвовать. Есть более-менее несколько глав, которые участвуют в этой программе. А почему мы налоги не собираем? А за какие такие заслуги мы построили Буцра, этот Ватикан? За какие заслуги? Если транспортный налог больше всех за ними чистится. Простой вопрос. Из чего складывается бюджет? Из чего формируется этот бюджет вообще? Бюджет формируется из тех налогов, которые мы собираем. А если заодно, если мы самые большие плательщики, у нас сидят бюджетники, мы с них деньги не собираем, а с кого мы будем собирать деньги? Если 70 человек нашего района, 70 человек нашего района должны нам, нашему району, 17 миллионов рублей. Только транспортный налог. А за какие деньги мы сейчас Чондор дорогу будем асфальтировать? За какие деньги мы сейчас будем ЭВД дорогу асфальтировать? Откуда мы деньги возьмем? И почему мы должны это делать? Если те населенные пункты, которые здесь есть, за какие деньги мы асфальт положили в прошлом году? 15, 16, 20 миллионов рублей. За какие деньги там Уздоровцом провели, там 4-полосную дорогу построили? За какие деньги это все делается? Это все делается за те деньги, которые собираются в налоги. Точно так же, которые земельный имущественный налог, это же ваши деньги. Вы приходите сюда, просите 10 тысяч рублей за какую-то экспертизу платить. Когда 100-200 тысяч рублей или миллионы рублей, которые вы не можете собрать налоги. Вот собрать эти деньги, а мы на эту сумму решение приняли уже уменьшить ваш бюджет на ту сумму, то есть не уменьшить бюджет, как нам сделали. Мы вам увеличили бюджет на ту сумму, которую вы в прошлом году не дособрали. Вот они тоже сидят у вас в бюджете сейчас. И в конце года вы не получите заработную плату. Потому что те деньги, которые в прошлом году вы должны были собрать, и те налоги, которые в этом году должны собрать, это будут ваши заработные платы. Они будут сидеть в вашей зарплате. Не соберете, не получите деньги. Соберете, получите деньги. По-другому уже не получается, поэтому и по транспортному налогу также.
Все же хотят дорогу ремонтировать в селах, все хотят асфальтированные дороги, все хотят там освещение делать. Пожалуйста, вот, у кого не будет долгов по транспортному налогу, к концу года кто уменьшит эти долги, и мы будем делать дороги и все остальное. В любом населении, даже вот от Крылова, там тоже будем делать. Если у нас нет транспортного налога, долгов, вот сегодня поедем, не сегодня, на следующей неделе поедем туда, посмотрим, сколько им надо делать дорогу, им будем делать дорогу, если у нас нет транспортного налога, если они платят налог. В любом населенном пункте будем делать. А тем, кому нужно делать, те, которые просят, пускай сперва налоги заплатят, больше всех машин ездят, те не делают, не платят налог. Почему она может платить налоги, Лайлов может налоги платить, Гацалов может платить, Киндар, Кунзах, Ануси могут платить, а другие Харибова почему не может, Мочок почему не может. Ну что-то понятно, это мертвое село. Харибова почему не может? В чем проблема? Харибова, невероятно, что Акшке Харибова, Киеву, Ашангиогу, Жака Метеола, Ужибада полностью Киеву, земельный налог полностью выполнил 97 тысяч рублей. Сонги Кахален Адигатуды, на днях И когда это будет? Хабан Лежаня, Лас Палматани полностью земельный налог хава. А имущественный налог 37 тысяч, Вакаса будет 19 тысяч, Вакару, Сонги пенсии Вачаргу. Адман Маргарин, давайте на следующее совещание посмотрим, сколько они заплатили налоги и сколько они держат. Совещание полностью земельный налог хава. А мы считаем только одно Поэтому мы за все его заслуги решили построить им парк. Да, молодец, Магомед, спасибо. Ни один год он не оставляет долги, поэтому у него долгов нет. 400 рублей, это будет тоже не погасит. А другие села что? А что? Города что, людей что ли? Где города? А почему не платят налог? Собрали, если 5 месяцев собрали, не положите 20 тысяч рублей, чтобы нулей там не было. Или охоти людей нету. Хозяин, вам асфальт не нужен? Или вам дороги не нужны? Вам школу мы строим просто так. Еще задолженность. Задолженность от грудительной текущей налоговой задолженности. Кинкина отмыл текущий налог. Кибя. 7 рублей. Чего? Задолженность. Когда? Я не вопрос, грудительная действительно, и сама сказали, что налогов, сколько налогов заплатили за 22 год? За 5 месяцев. Я говорю, за 5 месяцев есть месячный план за каждым человеком. Когда оттуда придут деньги, и положить в карман. А Халчей план 54 тысячи рублей, исполнено 4 тысячи рублей, земельный налог. Имущественный налог, план за 5 месяцев 23 тысячи рублей, исполнено 0. И Жиги Замамунар это по плану разделено на каждый месяц. Почему у нас время, такое время у нас есть? Время бывает по плану, когда идет. Налоговая ракордность замолвана с января месяца. С января месяца до 31 декабря надо платить налоги. И есть ежемесячный поделенок, потому что вы 24 декабря сидите в Сбербанке и ждете там, пока кто-то с очередью уйдет, оплачиваете налоги. И банк в этот день не работает. Чтобы вам улучшить, облегчить это все, мы поделили на 12 месяцев и поставили вам по 3 тысячи, по 5 тысяч рублей ежемесячно, чтобы вы могли платить вовремя. Раз мы подняли вопрос по налогам, мы вчера поставили задачу, Юсуф, это касается больше всего вас, еженедельно по 2 раза комиссия по пополнению доходной части бюджета района вместе с налоговой инспекцией, вместе с участковыми, вместе с Роспотребнадзором, со всеми службами, которые есть в районе, вплоть до прокуратуры, если нужно еще кого-то пригласить, еженедельно по 2 раза, чтобы они ходили по всему району, чтобы все гостевые дома стояли на учете, чтобы все магазины платили налоги, чтобы все рестораны, кафе, банкетный зал, все, что платили налоги, и все, что платили как положено. 35% потенциальных налогоплательщиков у нас не стоят на учете. А остальные 65, которые стоят, 1 месяц стоят, 3 месяца не стоят.
3 месяца прекращать приостанавливать свою деятельность, этими вещами тоже не нужно заниматься. И мы хорошо знаем, как это все делается. Не нужно этого всего делать. Мы все условия создали для этих налогоплательщиков, чтобы они получили доход. Пускай оплачивают. Все. Тот вопрос, который мы озвучили по ФИАС. Вроде бы подумать, сказать, что откуда это все берется. Как может быть на 1000-2000 человек домовладения больше в районе, чем фактически есть? В 2019 году, когда составляли адреса в селах, на моем примере, допустим, улица Центральная, всего находится 36 домов, а сюда передали информацию о том, что там на этой улице 100 номеров. Кто дал? Ну, с администрации, значит. Где администрация, здание не дает эти сведения. Вот я ее попрошу сейчас, эту администрацию, она не даст эти сведения. Там и постановление составлено, передано сюда. Уважаемый Дебир, у каждой вещи есть имена. Ну, бывший глава. Вот так и надо говорить. А я о чем говорю? Я же говорю, слушайте, если я живу в селении Гацаты, имама Гази Магомеда 2, у меня дом стоит, я что, должен на 30 наоборот перейти должен? После 36-го дома Центральной Откуда улицы это? нет. Почему это все произошло? Ну я Пожалуйста. вот только начали разбираться, я вот это выяснил. И у нас получилось 2 раза больше домовладений в селе. Исправили, передали. Уважаемые коллеги, гость приглашенный, еще раз добрый день. Вы знаете, глава района в своем выступлении при начале во время открытия на сегодняшнее совещание уже говорил насчет ФИАС. Кто не знает, что такое ФИАС, это федеральная информационная адресная система, где набирается вся база по каждому району, по каждому селу, по каждому дому. У нас на 23 мая этого года официально в базу данных ФИАС были занесены 11 538 домов. Из этого количества в ГИС ЖКХ были зарегистрированы 9304 дома. То есть ГИС ЖКХ формируется за счет ФИАСа. Та база данных, которая сидит в ФИАСе, оттуда все это переводится в ГИС ЖКХ. Адресные характеристики, дома, адреса, номера жителей. Вот. А по данным Дагэнерго, у нас в районе числится открытыми лицевыми счетами 7540 домов. Конечно, есть существенная разница. А по данным Газпром, ОАО «Межрегионгаз» 1400 домов, только 1400 домов. Неоднократно на ВКСах от имени правительства и Министерства строительства и ЖКХ нам делали замечания, указывали на имеющиеся вот такие расхождения в цифрах. В чем же причина? Во-первых, причина в том, что в своих постановлениях сельские поселения, когда они представляли нам постановление о наличии жилых домов, вместе с фактическими жилыми домами нам представляли и земельные участки, которые были выделены под строительство жилых домов. Туда же включали заброшенные, уже развалившиеся дома. Основная причина расхождения в цифрах — это так занесение в базу данных ФИАС, неправильных сведений послужило то, что сельские поселения Молдавского района при представлении данных для занесения ФИАС указывали в своих постановлениях как ИЖС, адреса выделенных под ИЖС земельных участков раз, зданий и сооружений социальных и других объектов, дома культуры, детские сады, школы, клубы, библиотеки и так далее, тоже как проходили как жилые дома. Далее. Заброшенные, развалившиеся дома. И самое главное, вот как Игорь говорил, дублирование. То есть один и тот же дом проходил дважды. Дело в том, что ранее базу ФИАС формировали непосредственно сельские поселения.
их представители приходили сюда в администрацию и забивали эту программу. Так же было в Либерии. Да. Потом уже, когда сменилась и власть, сменились и другие люди, опять те же самые данные заново были переданы нам. Вот мы провели инвентаризацию полностью, актуализацию базы данных полностью по району, и таким образом нам были удалены из ПИАС 1122 дома, в смысле объекта. Сюда входят заброшенные дома, всюда входят земельные участки, сюда входят государственные учреждения, организации и те же самые дублируемые номера. И реальная цифра теперь у нас стоит 10 416 домов. Уважаемые главы сельских поселений, хочу вам напомнить, что наступит время, когда мы будем собирать из работу налог или там сбор, я не знаю, как угодно, что угодно, но и по другим, и по мусору, и по воде, и так далее. В любом случае, вы все обязаны будете через систему госуслуги открыть свои личные кабинеты и тоже формировать вот базу данных, заключенные договора с гражданами, уплаченные ими квитанции. Вы все знаете, что в каждом населенном пункте есть категории льготников, пенсионеры есть, инвалиды есть и другие категории льготников, которые пользуются какими-то льготными правами, в том числе по потреблению электроэнергии, газа, там, воды и так далее, и так далее. Вот эти люди, они по сей день, на сегодняшний день не получают ни копейки субсидий. То есть человек платит полностью стоимость киловатта, а ему государство должно субсидировать определенную сумму. То есть вы должны вернуть определенную сумму, потому что он льготная категория. Из-за того, что вы вот эту работу логически еще не завершили, эти люди не получают свое положенное, то, что заслужили. Понимаете как? Поэтому я вас призываю, у нас вот специально сидит молодой Батимон, который занимается непосредственно вот этой программой ПИАС. Те данные, которые будете представлять нам, в своих посланиях, я вас прошу, укажите, вот если там новый дом построили новый дом, земельный участок, дайте оговорку, земельный участок, номер дома, заброшенный дом, развалившийся дом. Там по программе ФИАС мы можем это все обозначить там, где у нас более или менее будет реальная картина того, что у нас есть в районе. По вашим данным, в районе 10 400 домов. По данным электросетей 7540 домов владения. 7540 лицевых счетов, это если посчитать еще некоторые дома по 2 лицевых счета, получается 6500 домов владения. А где 4000 домов владения? Откуда они появились? По всем селам такая ситуация. Если электросети, мы же говорим, что за электроэнергию деньги платят, они не доходят. Или они не пишут 4000 лицевых счетов, которые открыли. Или мы незаконно зарегистрировали 4000 домов владения. Общее должно быть одинаковое количество. Я понимаю, газ там 1400 лицевых счетов. Я это допускаю, потому что не во всех селах есть газ. Но электричеством пользуются все 100%. Все 100%, которые у нас есть, даже домовладения, которые заброшенные дома, разваленные, у них тоже есть лицевые счета. Они же никуда не деваются. А то, что люди не живут в домах, лицевые счета же у них есть, может приостановлены, но лицевые счета у них у всех есть. А получается, что у нас 4000 домовладений исчезают в районе. А как мы будем собирать деньги за мусор? Вот сейчас, через месяц, 2-3 придется, вам же придется собрать мусор с этих домовладений. Точно так же, как мы мучаемся 2 года, говорим, что слушайте, дайте домовладения, которые у нас есть, чтобы сделать анализ, актуализировать это все, имущество нашего района, налоговую базу, налогооблагаемую базу. А нет, не нужно это все делать. А что стоит? Один раз в год сделали в 2019 году. У вас же есть 2019 года вся информация. 2019 года вся информация у вас есть в компьютерах. И слушайте, поднять эту информацию, сегодня пройтись дальше, добавить. Да, вот это 3 дома добавилось, 2 дома снялось. Это что, большая проблема для нас? Для вас? Или для этого нужно найти человека, оплатить деньги? Мы же в 2019 году актуализировали это все. И земельные участки, и жилые помещения, и нежилые помещения. Все сделали.
По вашим данным же мы поставили налоги. Нет, 2 года прошло, сейчас еще раз надо это все делать по-другому. Ничего по-другому не нужно делать. Просто нужно делать все так. Давайте Гамзатович, мы же сведения по жилой инспекции получили по каждому населенному пункту по ФИАС. Дали это все населению. А что, пройтись один раз по селу, сверить эти все сведения, где плюс, где минус поставить, это большая проблема? Адлан Мамедович, на контроль до конца месяца. Мы вообще до конца прошлой недели должны были эти сведения исправлять. Потому что ничего там нету сложного. Абсолютно ничего сложного нету. Один раз пройтись по селу со своим списком и сверить все улицы с домовладениями. Ничего сложного в этом нету. Если вы не можете, скажите, мы вашу зарплату отдадим кому-нибудь и поставим людей туда, чтобы ходили. Когда здесь совершенно проводили, наверное, кто-то видел, кто-то не видел, приезжали сюда из министра экономического развития республики, замминистра туризма, замминистра сельского хозяйства, статистики, заместитель руководителя управления статистики по республике Дагестан. Выяснилось, что Хунзарский район вообще не передает сведения в статистику. Подумайте, в Хунзарском районе 5 зарегистрированных помещений для приема граждан с ночевкой. Одна из них дала отчет, что проживает у них 2 человека, по-моему, в месяц. А когда только в Хунзах у нас, по-моему, каждый самый ленивый, наверное, не занимается этими гостиными домами. Каждый второй дом, как гостиница у нас работает в Хунзах. Мало того, что налоги не платят, я понимаю, что налоги не платят, в статистику информацию не дают. Элементарные вещи, да, чтобы показать, сколько человек приезжает в Хунзах, сколько человек мы занимаем безработных. Нет, информацию тоже не дадут. Это тоже нам не нужно. С главами мы месяц назад даже письма писали. На самом деле, видно было, вот в прошлый раз я что-то громко разговаривал, грубо разговаривал. Ну как по-другому разговаривать? На прошлом совещании, до прошлого совещания мы письма писали по этому единому акту. Что и надо каждый год делать. Ничего сложного нету. 5 минут времени. 5 минут времени посидеть за компьютером каждому главе и можно 90-100% добиться этого успеха. Ассаламу алейкум, уважаемые коллеги. На основании письма Минсельхоза мы этот год заполняем сведения единого книги за 2020 год, то есть за 2021 год. В прошлом году мы заполняли за 2020 год, и в прошлом году мы заполнили всего на 66%. В этом году на основе письма мы 23 мая получили письмо. Сразу тот же день мы направили письмо вам, чтобы вы внесли сведения в единое окно. Одним из обязательных условий участия в госпрограмме комплексное развитие сельских территорий – это очень большая программа. Это жилье молодым населением, это субсидии по линии Минсельхоза, это программа благоустройства сельских территорий, это газификация. Вот, чтобы участвовать, одним из условий, чтобы мы заполнили сведения в системе единое окно. Эта система разработана Минсельхозом в России. То есть Москва все видит. Если республика не заполняет эти сведения, то есть в целом, если процент исполнения по республике будет меньше, значит республику дотация будет меньше платить. То же самое и нам. Если вот за несколько глав, чтобы страдали другие, так получается. Вот, несколько глав заполняют эти сведения, а другие нет. Из-за вас будут страдать другие, то есть в целом районе. 23 мая мы направили вам письмо, чтобы вы заполнили это. Кроме этого, 25 мая тоже было совещание. На этом совещании я тоже озвучил, чтобы вы контролировали этот момент, чтобы замок это заполнить. Но несмотря на это, работа в системе не наша, как
сельскохозяйственных, Хиндарской, Цата, Ахалчи, Балтлаич, Узра, Мушок, Мушули, Рагода, Вакажи, Амуси, Хумза, Исамилях. То есть эти сельские поселения вообще не начали работать. А в целом на сегодняшний день процент, вот сегодня смотрел, процент заполнения по району составляет 46% всего. 100% у кого есть, я скажу, Сиух, Харькова 98, Мечта 100, Кацалух 100, Кацат 100, Лаврата 87, Перешло 100, Талагух 80, Узару 100, Харахи 100 и Шебуда 98. Просто из-за этих глав у нас процент 46 по району. Остальные практически не работают и не исполняют это. Ну, как глава отметил, это, ну, если не 5 минут, то я уже спрашивал около 100%, эта работа занимает максимум час. За час работы, что нужно сделать, мы уже 2 недели тянем. И письмо вам отправили, и вот второй раз я уже вам это говорю. Там, в принципе, проблем не должно быть. Все в прошлом году это, ну, заходили, заполняли. Ну, хоть кто-то там 8-10% заполнил, но работу сделали в прошлом году. А в этом году, наоборот, вот, показатели, которые там были, наоборот, они уменьшились. То есть практически час работы и все. У меня все есть вопросы. Вот зам у вас занимается этой работой. Кто не знает, у кого проблемы есть, кто логинг порой потерял там, да, может обратиться ко мне, я вам представлю все это. Один глава может делать 100% за 1 час, вот, например, Силовский, а Хиндарский сельсовет не может этого делать, Цхада не может делать, Ахалчи не может делать, Батлаевич не может делать, Луцра не может делать, Мочок не может делать, Мушули не может делать, Вода не может делать, Вакачи не может делать, Ануси не может делать, Хунза не может делать, Самилах не может делать. Другие остальные не могут делать. Другие остальные 100%, 98% это делают. А что? У вас другие условия, другие условия. Вот 23 мая я написал письмо. 23 мая каждому главе я отправил это письмо. А вы, вот эти 11-12 человек, абсолютно не реагируете на это все. Не потому, что вы не хотели, а потому, что вы не можете этого делать. Вы сидите на чужих местах. Вы сидите на чужих местах. Поэтому вы это не делаете. Полгода. За полгода, в течение часа, который можно решить вопрос. Ладно, не решили до 23 числа. Письмо вы получили. Элементарный вопрос. Каждый из вас приходит ко мне в кабинет, просит нас протянутой рукой. Все же приходят туда. Письмо, которое я вам написал, 5 минут не можете решить этот вопрос. Для чего вы там сидите? Точно таких писем я вам отправлял, десятки уже. Уже пора надоедать это все. Уже пора закончить с этими беспределами. Если не можете работать, идите домой, сидите дома. Мне до конца этой недели мне дай отчет. Кто сколько сделал, вот этот же отчет. Я посмотрю, что с вами я сейчас буду делать. С каждым главой. И смеяться не надо, хозяин. Из тебя я начну. Вот или я плакал бы. Я плакал бы на вашем месте. Стыдно мне за вас. Выявление ранее учтенных объектов. Та же самая проблема, уже с начала года. 4000 лишних выявленных цифр дали, каждому селу дали, каждому главе дали, каждому человеку дали, по фамилии, по адресно, указали, что надо делать. Элементарный вопрос. Совещание провелись, привлекли сюда специалистов из республики, объяснили 518 закон, как действовать, что нужно сделать. Полностью расписал вам специалист, дал, как нужно это все вопросы решить. Из 4000 изменений сделали максимум 400. Максимум 400 сделали. Уважаемые главы,
Сегодня хочу затронуть тему на выявление ранее членов земельных участков, дополнение ЕГРН дополнительными сведениями. Напомню, что работа в этом направлении начата с сентября прошлого 2021 года. Были разосланы инструкции, составлены и направлены образцы актов, постановлений, были проведены инструктажи, но данная работа продвигается очень медленно. Даже скажу, мы одни из последних районов по объему работы. Исполнение 518 закона под контролем главы правительства. И с каждым совещанием внимание к этому вопросу увеличивается. Говорить это сложно, даже не начиная работать неправильно. Нет ни одного сельского поселения, который был на консультации, начинал составлять акты и не представлял готовый материал для загрузки в ЕГРН. Мы держимся только по результату таких сельсоветов, такие как Батлайчинский 50 актов, Хиндах 40 актов, Уздал-Росу направлено 165 в статус архивных, Буцра 24 дубли, Лайлух 15 актов, Харахи 11 актов. Хунзах выполнял работу, 96 материалов были составлены, так как они начинали одни из первых. Методы регистрации, оно еще регулировалось, поэтому прошло только 5 материалов, и после этого вовсе работа остановилась. Хочу вам сказать, чтобы вы начинали работу в этом направлении и следили за исполнением секретарями этой работы. Это важная работа. Шамиль, в чем причина, по-твоему? Почему это не делают? Потому что не хотят, не следят. Пример, элементарный пример. Батлаич, секретарь Батлаич – это взрослый человек. После докладного этот человек узнал только вообще, что эта работа происходит. За 3 дня было предоставлено материалов 25 материалов. Это очень хороший показатель работы. Тлайлух, когда глава увидел то, что работа с секретарем или уже нет внимания, какие-то оправдания, глава ко мне приехал, сел со мной и сказал мне, чтобы я его научил. Я научил главу, сына главы, потом уже секретарь мне предоставил 15 актов. Кто хочет, тот делает. В Хунзахе, в сельсовете я сидел возле девушки, которая выполняет данную работу, лично показывал. Я ходил по сельским советам, которые я могу близлежащие села. Я показывал это все. Были составлены 96 материалов, одни из первых это было сделано. Но оказалось, то, что они нам дали пример, это уже изменили, нужно было чуть другую форму, но на этом остановилось. Где комментарии? Где вопросы? Да, сегодняшнее совещание мы назначали вчера. Вот, Алихан, свидетель Алихан, я что сказал тебе? Что вы как пришли эту главу? Чтобы вы пришли с ежедневником. Я ей сказал, я говорю, объясните каждому главе, что надо прийти с ежедневником. Для чего? Для того, чтобы вот то, что сейчас Шамиль сказал, Тагиров. Вы послушали, очень хорошо, что послушали, вышли отсюда, забыли, о чем говорили на совещании, ушли домой. Все хорошо, очень легко и просто. Очень-очень хорошо и легко. Нам же не нужно это все запоминать. Нам зачем это все? Нам зачем это удвоенные считать, это зеленки? А откуда у нас появляется домовладение по 10-12 тысяч домовладений? Потому что зеленки, одна зеленка записана 3 раза. Одно домовладение записано 3 раза. Эти же все факторы, которые влияют на нас, на наших жителей это все влияет, на наши налоги это все влияет, на все, что у нас делается, все влияет это все. А никому это не нужно. Абсолютно, зачем это все? Шамиль, каждый человек знает, сколько у него на населенном пункте надвоенных, затроенных? Конечно, все списки были направлены.
до каждого было, до каждого часа. Все до 26 числа. Сегодня еще раз, когда поднимемся наверх, повтори, отправить эти цифры, эти сведения, поставим на контроль, и 25 числа доложим мне, что сделано дальше. Вопрос, который касался, который Салман Магомедович поднимал, догазификация. Догазификация – это самый простой путь, я вам всем говорю, всем жителям говорю, всем главное я сказал, делайте зеленки в каждом населенном пункте. И есть возможность провести газ без проведения каких-то проектов, мероприятий, других мероприятий. Есть возможность провести газ и газифицировать район. Всем говорю, да, делайте зеленки, сделайте это все. Нет, не нужно этого. Позапрошлом году я очень сильно пожалел о том, что благодаря нам, благодаря нашим действиям мы убрали этого представителя нашего Джамбула, ЭГС, специалисты ЭГС, говорили, что 27 тысяч рублей платят, все жалуются, все главы жалуются, 27 тысяч рублей, 25 тысяч рублей берут за газ. Слушайте, сейчас бесплатно газ проводят до границы жилого дома. Каждому человеку хотят провести газ до границы. Нет ни одной заявки. А зачем нам это нужно? Есть люди, которые малоимущие люди, жители нашего района, которым котел можно купить, которым оборудование можно купить, которым проектно-исследовательную документацию можно сделать по льготной цене. А нам же это не нужно, мы же зарплату получаем, каждый из нас там по 25 тысяч получает. А нам зачем эти бедолаги, которые 5 тысяч в месяц не имеют на душу, на члена семьи в месяц? А зачем нам они нужны? Там, пускай они там своими делами займутся, а мы там своими делами будем заниматься. Махачкалу поедем, Хасавюрт поедем, куда-то поедем, туда поедем, сюда-то. А зачем нам это все? Пропадем пропадом это все. Также нам это взять. Из 30 тысяч населения, с 10 тысяч домовладений на газификацию поступило 35 заявлений в Кузовском районе. 35 заявлений поступило в Кузовском районе. Весело, да? Весело, очень весело. Очень весело и очень хорошо. Потому что это тот показатель, который, по которому оценивает нас. Как мы заботимся? Вот сегодня день социального работника. Сколько социальных работников в ваших селах? И вообще есть они у вас? Вам это не нужно. Зачем? Это старики там пускай там сами по себе там как-нибудь. А эти социальные работники по 20 тысяч рублей будут получать, которые должны еженедельно приходить к своим подопечным, каждую неделю делать записи в тетради, а у них тетради должны быть, им кушать должны принести, дрова нужно колоть, где воду нужно таскать и так далее и тому подобное. А делают они это, не делают. А нам это зачем нужно? Нам зачем это нужно? А когда говорят, что у нас нету стариков, брошенных стариков, вы поезжайте в Буйнакск. Посмотрите туда, там есть дом престарелых, очень хороший пример для всех глав. Туда надо повезти, показать, как там люди живут. И кто там есть. И в том числе наши тоже. До газификации, по вопросу до газификации представления документов заместитель главы администрации Амиралиев Алгат Галзатович. До газификации şöyle просто интересно, то нам шабузомунде. Обжапа по налогам, транспортному налогу, разучить толю, когда чанучису фамилии, шабузом граби. Я бы обналоговал бедолага, городский окон, основные должны жалобы, что люди чула. Шабузом отодрали шабу фамилии, у которых 230 тысяч долги. Четвертого буги захмат гибихун, газ. Вообще не керамицы 20-27 миллионов у заманаш Россия порядка Московской области 600 тысяч и бахню газификация общего газа по статистике. И вот это по поручению президента России правительства Бакан остановление
об изменении программы газификации. И постановление ударекон Адамазу кепек арасхойчугун рухашу калте газбачинил он рестрона чого. Никер хавсат лежане официальная статистика ударекон потенциальные никер список ударекон муклебрал шугучи. Езуги документы представить могу ичкучиес. Заявка могу только кигучиес, эти игуги только рассмотреть. Действительно, они Нижер Авалда Абжани Мари. Адам Татарас Лехмачу Мурандас. И соусы дидитава порядка 60 тысяч выходит он на женделок газа. Не говоря о подключении, тех условий и так далее. Она еще другу условия до газификации в той коле есть требования определенные. То есть число кола зеленка на дом, зеленка на землю. Эти кола заявление элементарно. И снился, копия снился. Лепунку документ, который на рассмотрение. Я заявка алсала шапу документ, и живу заявка. А обжо чиси здесь писал колох шугу кани, анску кани, холу кани, чиси экономику. Керани видахе, что газача роса бискинчай. Люди колку дику мекуби не учиси. Если кумека из плана не бакаризи, это документ бакаризи. Бакал гуржу из лельку. Хельде хухунги, хельде адиги. Минтруд и соцразвитие России и, соответственно, и республиканские, причем уже до постановления будут определенные категории лиц. Туару многодетные семьи, чьи доходы не превышают уровень прожиточного минимума, туару инвалиды первой группы, туару участники военных переходов, джохану приравненные. Анту категории Адама Зулугу, а газки бачун даже оборудование босса до 90 тысяч арзит осенью. Евреку me говорит, не клерак. Лухаджи. Но хавсад просто Адама элементарно шали хечу вообще шижу до газификации шижу кин заявка эти коли ки эти коли элементарно шали. Игу шабунух данишун герубан именно росу газбача чазу главный цадат рачану кенеску хечизу хечилачану ругизу ругиларуначану но дальше халти реально каждый вот рекесу она главасу Меликов проводил рекес. Человек, который вникает во все. Тему чубук аниги, хавачис байбиху начиная с гисрикеха, фиаз, дагазификация, мусор, вода, кино бутеме затронуто лавачис. И что пример, что случается, видите, вот рекес доллара. Что не кералаб именно гисрикеха, что хурхум бицуню архабар, не просто озвучить это, не то, что у нас хорошая работа. Чалнух платариционники, хавсад анцку росу. Внутрянка будет, подводящий будет. Сонники чи, подключить айзечу зеленкой. Комитет процессного холодильника, цогики нух давадите адам. Алтай вот сузман алдрака. Алтай. Бичи зе адам. Тётина вопрос гисчики хашуги затронутые лицами.
Раджа, например, СИЗУ практически 99% Раджана Даниэл актуализирует геон. Отпуск алды анеги Малачиушу Миклер Огжака Азул Даниэл Халду Диакон Азул Даниэл исправитель и так далее. Но что интересно, Ругу моментал, что выборочно халарахала исключить айзе, включить он много постановлений, руководил существующих, где люди живут. Абжу исключить он хотел, абжу боссы кула, талим же. Шиади узаучись. Абжу я зеленку шулару, абжу шимиги я соц выплаты шулару. И при том, агар ожанюгут, дед ребенок инвалид. То неужели просто элементарную карту гибаху? Народная карта в Джугигу, упрощенная система. Эхала. Агабо на Масуд Гадюш Солюк, Ара Камил Кругу, два гисслу. Неужели Удоги чунцо сфери тези улара? Ну, следует проблема, проблеме лунцунного. Нужет акажал, гамеругу. Понятное дело. Нужет сики опять уни киножол хаб, нижки улару. Нужет кино хайз улару. Нужет бажарунари. Абсолютно понятие эти секретаралги, замалги. Я уже раз хайз геом росиус иш хату хай росиус ала. Хату оль бажаруни. Глава республика, глава района оль адина. Нужет глава района айч уни хидров айжи. Нужно халк учить, он нужги поставить уличить. Хагабгу актуализация нужно цены. Опять же, это и актуализация налоговой цены бургобжу. Кино они ход арзаман гидахой, что алаб цугину холю, алаб газ росу клуб чааться. Цугину ги. Нужно доталить это нами. Инкун дидос курачев, тисвичи залезли шиши да комис парень. Хотя бы никак нужно скоро себе дал шубу чису, а я бы протолкнул да это. Абиджуан сколджан никак реси. Вопрос подумать про газификация шел, это казано кинаться гохайле газросот погонан гехечкунан гида. Хан хагал заявление алгон федерал банкомит клиенс чагл войси гёсон хотя бы что еще за анюитлама дудракалдати дудаскуйвач андон доцо барисе цоалайзона барисе хейкашана all did reta khana gazeti attended et kakayet dazagı газификация. Ебужу недаги. Анжи даннешим неджетса хайзи коли шаап колари шилорус. Кола де уду, арис кола. Нужда анжен пиццерджу абсолютно безответственный жаргон глава. Ведь нужно опробовать жан дохарезерную главу, левую главу. Нужно арес зеленками каждый населенный пункт. Мы вам газ проведем по программе догазификации. Урежь, здесь нужно быть схема. Тот час газ гибачу на равно, лицевые щетки, фиксируется, что населенный пункт газифицирован и догазификацию можно это провести. А вы здесь нужно. Кино глава, холошево глава. Абна, нужно параметры, вам это не нужно. Вам же это все не нужно. Же параметры локтени. И самое единственное условие, что вы сделали зеленки. На каждое домовладение, где будет газифицироваться, должна быть зеленка. Собственность земельный участок, собственность домовладения. Если этого не будет, или в газ, никому зеленку этот лицевой счет открываться не будет. Никому газ проводиться тоже не будет. Никому газ продаваться тоже не будет. Неужели элементарный вопрос тяжело это все делать? Аля, вот все взаимосвязано. Фиасату адрес приоритизирован, аля, уважаемый Магомед, ну покажи твою зеленку. Нету зеленку, тебе месяц сделать зеленку. Другому человеку, третьему человеку показать это все. Кинь нам уже все один раз можно сделать. Разом. Не нужно ничего много ходить. Анскуну хабискую много решили. Сону хотел, обошли село, все вопросы решили. И фиас решается, и ГИС решается, и зеленки решается, и догазификация решается. Все вопросы решаются. Просто надо один раз работу делать. Хотя бы один раз в неделю, то есть неделю в месяце, хотя бы надо работу делать. И мы хотим кино на свое место. Да, мы же вначале говорили, почему никто не смеется.
Очень даже правильно. Все населенные, Шамильский район, вообще газа нет ни одном населенном пункте. 2000 документов подали. И что над ними кто смеется? Никто не смеется. Где-то товаров, может, видимо, вы не так донесли, наверное, туда. Не так объяснили, наверное. Мухаммад, вы написано. Ради Харису, Хавсад Радж, он проектирует школ Халдилу, а нужно чал. Харахинский участок, когда полностью газифицирует это. Метерсези, Халд Айбайби Харахала, нужно хагак алрук и не зеленка. Вот, Хабеха, Хабехлебук суал. Та газификация, это условия для газификации. Подведенный газ до границ населенного пункта. Хагай Хагабайнчуни, нужно хунзак хачун Росу газифицирует ула. А Хагабайч иналди нужно хадурн колу зеленка. Лето хал. Все-таки хал Нур Мухаммад Масуд Гаджиевич хал бискин чайрун керал цуцу сел администрация азы чуда арас эскел токл эжи. Сюда цеан со администрации отключить он мукан. Анже эс ахбак неяк ходичу из-за 9000 куриш угла. Вот 8000 леруха. Но Митлазар Гуруш для сельской администрации Шижуги заманал шеру сарастуар. Так, Ален Кер, товарищ Арас Эсколя, Кец Масуд Гаджиевич. Это 69 тысяч. Очлинский 11 тысяч. И солдат рубили куны. Худ Арзолругу от 5 до 10 тысяч рублей, 11 тысяч. Хагал Оскойрач Рахоз отключить гион, это кен, тех условий гион, расходы конкурентов. Это Америку так же гуфи, гугизу. Айне уцавал. Задолженность. Америку чайгей жуани. Да, и то ростову более-менее гур нормальная сумма. Это очень важная тема для поселения бухгалтерии. И возможно, как возможно, революционным сельским поселением главный бухгалтер. И всем поселением главный бухгалтер. Это что такое? Сейчас порядок привели или не привели? Или есть места, где главный бухгалтер. Слушайте, в Финаделе специалист Финадела у нас, который 20 лет работает, ведет всю работу со всеми сельскохозяйственными, получает 20 тысяч рублей. Главный бухгалтер сельского поселения получает 25 тысяч рублей. У нас бухгалтер, централизованный бухгалтерия, который ведет 3 образовательных учреждения, которым и материальные столы надо вести, и квартальные отчеты надо давать, и годовые, и все, которое нужно делать. Человек получает 15 тысяч рублей, потому что он бухгалтер. А в каждом населенном пункте у нас есть главный бухгалтер. Главный бухгалтер, он должен быть в селении главный бухгалтер, потому что он главный человек над главой. Больше никого же нет у него. Он главный бухгалтер, и глава у него есть, и все. И больше никого нет у него. 3 человекам зарплату выплачивает. 3 человекам зарплату выплачивает у нас бухгалтер в сельсовете. Никакого материала нету, никакого материального стола нету, никакой бухгалтерии не ведет, только 3 человекам зарплату выплатил, батер вот это 1 миллион рублей тоже потратит, и все. И он главный бухгалтер, получает 25 тысяч рублей. Электронный бюджет, что такое, который не знает. Как регистрироваться в налоговой инспекции, не знает. Но зато он главный бухгалтер, он же главный человек в селении. Салам алейкум, уважаемые коллеги. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации ЕПБС является основной частью системы электронный бюджет. Электронный бюджет из полпайтиси нужно быть электронный бюджет волчами нетлется уже собрание героинов зугу кинуцугу бюджетки формировать олар. Кино нужно объяснить прокуратуру, то есть он не должен быть налогичному, но один гражданин коллега. Или важно же регистрация с коллеги товару. Прокуратура должна не жекли то может быть.
Один тлура один ножор гахав электронный бюджет тлав скан копил гихан ножор слеско хав электронный бюджет илу ЕПБС илура балжан. Роце хав дица валиус фрехум анкалат федеральный казначейство вогун удасёну хав иоли федеральный казначейство жибжуна управление с чайк аханаджун мехес. Ножор колледж информации колледж миллион. Нетлеб земля квар руководители миллион нетлеб сюда поблажка райгурун. Озакол метр шот опаси болса. Единагион информации может гдавадитель, может давадитель, она бохатер за группа алдрехуму, она хештул хал yorчил таб ухочил. Рисунудис амишта 4 информации хумухас, нетлер вообще всего 36 информации лесковажем. Кацар кигу информации тому оркачи 2 информации, харикало 2 и узоросу 4. Эльчаскуну тюнж информации генджани, ножаку формировать бюджет алхабе. Алджанскан копил гион, алджан тезебжу захмат жугу, налогу зусправ теску важно. Уже кадовый чан сумму помоги по налогу, какой план у вас алджу жан теску. Важен тескол цогиги резервный фонд шу порядок алжир. Резервный фонд диц жабо дик специалистов дик резервный фонд. Вообще цехов музасил администрации шугун резервный фонд батис батис. Ну, хотя хитик сумма вави хадитони диха. Но жоц резервный фонд рупин колчо обязательно. Метлера яму шло резервный фонд 3% лез нежи куди сум кола важен. Исана нетлер хаб рабба бихир ва Украина спецоперация онолепиша. Резервный фонд финансовый подушка он тазун нежи кинули арца до анибук ара даже на строительство один до динук арца рах мо финансовый подушка лидон резерва фонд до 10 миллионов давадитон резервный фонд. Но же до один жал пеолечу хо Хайр резервный фонд лидон даже ножор был 50-60 тысяч колли жов авса сумма один ножор бюджет сухалара резервный фонд алгерупин кол бюджет алхук машин ножор шими халт иголе жил кол авса лагат гамзату чес бицана ножор хаду токлу задолженность увидел эль текущий гуру задолженность это майский задолженность. На 1 июня остаток администрации 18 миллионов. Анцимит миллион гишотал теха, абум он хушугу советугу нежесо дорожный фонд рехму гара, ол документал жиги хадурна хиджун остаткал хода. Хода анцина теха шуг миллион дасыгахи, анцина тау миллион остаткал дох нужу. Только то харастло лечуни, цоги зо харастло лечуни. Асуга джучес азучтон лаб экспертиза проект или проектирование. Вот лесе жиндиле анзиланта за бурштело вачуано гацалуски. Глава. Тойлугу остаткал. Пример гацалуски су вот лесе остаткал до 196 тысяч рублей. На конец года. Жинде бараске ватун, рачуну бардези, лавасу. Нежекси тлоли озило, жодо барас халк изазил таледжу, асад калги толи жугу. Эн хатун ноже замечан варак ножот көшки уйу. Элеб единый портал шел, асад казу теха, единый портал. Ноже кинуз юсрок толи анда 25-го илон. Гисатлуги, цогитлуги, атлуги, едингу кварашин информации жан тези. Этлу даже видео урокалугу, вообще бихажу бежу. Видео урок бичано, олдасан ки алши живжи пашхагу бихизому атлу. Жан тези информации. Шими захмат жугу. По формированию бюджета элементарные розвиточные политикарама атомазования жирного фунзаке а линии через что раскрыли
А что, в районе бюджет уже, соответственно, этим я уже бюджет говорит полгода. Сельские поселения Бугу, да маленький район, район маленькая республика. Республика Алрувичнал, Арзикуличнал район, район, сельские поселения, почему не должны делать? Те же самые резервные фонды, те же самые чрезвычайные ситуации, это все должно быть и всем поселениям. И что такое бюджет, принимать бюджет в едином портале? Регистрировать. А что, большая проблема, что ли, это все? Не проблема, просто не хотят этого делать. Поэтому давай я буду вещами, вот это самый легкий вопрос, который мы элементарно решили. Закрываем сегодняшнего дня все платежи, все поселения. Вот все платежи закрываем, пускай куда хотят обращаются. Если бюджет не поставили, электронный бюджет, мы же не получаем из бюджета республики деньги. Нам же не дают деньги, пока мы не формируем электронный бюджет. А почему вам должны давать? Мы вам даже не будем давать. Заносите это все электронно, готовьте документы. Одна копейка у нас по 14 счету, по спецсчету не прошла по ремонту Вачелинской школы. 2 миллиона рублей мы даже не получаем. Из-за одной копейки, где 1,5 миллиона перечислили, 1 копейка осталась, мы не получаем дополнительные деньги. А вы почему должны вольготно чувствовать? Не будете чувствовать, точно так же вы тоже будете делать то, что мы делаем. Хотя с сегодняшнего дня все выплаты во всем населенным пунктам, буквально все. Вот у них остатки есть там по 2-3 миллиона рублей. Я думаю, что месяца на 2-3 им хватит, и потом посмотрим, как они будут бегать. Когда прокуратура за ним побежит, за невыплату заработной платы, дела будут возбуждать. Тогда посмотрим, как они будут бегать. Больной вопрос, с которым мы начали, и который мы сегодня упираемся, каждый из нас. Каждый глава при решении любого вопроса упирается в генеральный план. В феврале месяце мы договорились, то есть, или январе месяце мы договорились, что в марте у нас будут генеральные планы готовы. Мы все, я насколько понимаю, мы все сделали для этого. Так же вам. Но на сегодняшний день 13 генпланов, правильно? Да. Хажимурат, пожалуйста. Ассаламу алейкум. Музыкальский джамат. Я рад вас всех видеть. Да, генеральный план – это актуальная и проблемная тема сегодня в Республике Дагестан. Вопрос, который застрял у нас в генеральном плане, это вопрос, который связан с образованием земельных участков, которые попадают в состав границ населенных пунктов при внесении генерального плана. Наш уважаемый глава администрации Магомед столкнулся с этой проблемой. Он был ранее был внесен в него генеральный план без образования земельных участков, и у него на территории границ муниципального образования, где находилась категория земли населенных пунктов, были не образованы части сельхозземли, которые вошли в состав этого генерального плана. Мы, чтобы избежать этого момента, по проведению генерального плана, по подготовке всех документаций, у нас вся документация давно готова. Столкнулись с проблемой с образованием этих частей для внесения. Ну, не только с вашей стороны, но и была загвоздка со стороны регистрационной палаты, где после прошлого совещания я поехал туда, и мы нашли взаимопонимание, и они вроде бы идут навстречу, не приостанавливают материалы, если нет грубых нарушений. Но последний разговор, про который мы остановились, что мы буквально в течение нескольких недель, месяца закончим образование всех земельных участков, которые входят в состав населенных пунктов, сложили загвоздки такие, как при создании межевых планов межевиком были допущены многие технические ошибки, где в составе земельных таблиц межевых планов были указаны старые года, 19, 20, 21 года, на что повлияло приостановление. Потом не были выявлены факты образованных земельных участков без права собственности за муниципалитетами, которым должны были быть прикреплены сельхозземли, из которых нужно было образовать. Из этого столкнулись с проблемой при регистрации этих
земельных участков от передачи муниципального образования Пузанской районе поселения. В некоторых постановках неправильно была формулировка о передаче на бессрочное оперативное пользование, а не собственность. Из-за этого регистрационная палата эти моменты приостанавливала. Но мы ведем регулярную работу. Вот последние загвоздки у нас сложились с межевыми планами, Магомед уже их исправляет. Вчера он ночью тоже скинул мне 3 ГУВД. Как бы сегодня по приезду я уже начну это обрабатывать и доведу до регистрационной палаты, чтобы они образовали. Те поселения, которые возможно были, мы 1 или 2 села уже закончили образование. Картопланы у вас готовы. Для внесения нет никаких загвоздок, только одна загвоздка – это образование сельхозучастков, которые попадут в границу населенного пункта. Для чего это делается, я главному муниципалитету объяснял, чтобы потом через правительство не менять категорию сельхозземли. Мы просто образуем куски, которые попадают в землю населенного пункта. Больше такой загвоздки у нас, как говорится. На сегодня готовые документы получаются 2 населенных пункта, я как понял. Да. Уже готовы. Да, образованные. Все, они уже, можно считать, что у них генеральный план есть, и можно зарегистрировать ГИС и ТП. Да. У нас задача стоит только в письмом от руководителя главы района подаете к нам, мы их вносим. У вас будет регистрирован номер границ, цвет на карте будет фиолетового цвета, граница муниципального образования, граница населенного пункта будет внесена. Работа почти закончена. На этом этапе она чуть застряла с образованием. Это 2, а остальные 11 населенных пунктов. Вот сегодня надо, потому что мы 2 недели назад или 3 недели назад, когда собирали, Магомед сказал, проблема была в Уцраб, 20-м и еще какое-то село. Все материалы загрузили. Все, на 22 год, по формату 22 года все загружено. К нам давали на исполнение 8 сельсоветов. У других не было ключа. Да. Ключа не было, проблем были с ключом ЦП. Ну, ключи сделали, ключа проблема была у Ахмеда Гасатлинского. Да, потом были проблемы с доверенностью, которую глава муниципалитета, глава села не имеет права доверять МФЦ. Она должна была быть либо нотариальная, либо от главы района. То, что вы ЦП передавали, чтобы они подгружали ваши материалы. То, что границы сейчас изменили, кадастровые карты, наш генплан хотели загрузить, хотели с целухом границы вот так разом поставили, генплан пришло заново, загружать и заново сделать. ГСТП? Ну вот это кадастровые карты, границы изменения Сахалчи и Кацалух. И в других местах она тоже такие. А как может граница между сельпоселениями меняться? Она не может меняться? В 2012 году 13-й закон вот так гласит, что вот так будут границы, и так только этому будет занесли. И 15 мая хотели загрузить наш генплан. Сказали, вот так накладки идет, и заново пришло. Насколько я знаю, границы муниципального образования, ни поселения не менялись. 36 или 37 года, который мы поменяли, поставили границы, больше границ. Границы не менялись, да. По республиканскому закону она там карта вообще другая стоит, чем российская. Вы же ее привели в порядок. Там 3 населенных пунктов была проблема, и ее, по-моему, решили мы. У кого эта проблема была? По республиканскому закону. А так, границы населенных пунктов у нас установлены, обозначены 36-37 года. Они больше не меняются. То, что вы смотрите на публичной кадастровой карте, она не отображает факт того, что это так и есть. Вы генеральный план видеть не можете, у вас нет программы, ни у жиликов, подгрузить генеральный план, чтобы увидеть черту генерального плана и линии пересечения границы моих или других поселений. Те, которые генеральный план вы мне предоставили, там имеются схемы, у меня есть в машине, сейчас как раз мы когда останемся, я все подниму. Каждый населенный пункт вы посмотрите на карту, у вас же есть карта плана, я же вам дал, где очертания ваших населенных пунктов проходит. У вас у каждого есть готовый картоплан, готовая работа у вас на руках. Вы там видите, где ваши границы, как они проходят, как садятся. Я специально дал это на руки. Хаджимурат, у нас же есть утвержденный генеральный план. Района есть. Есть населенные пункты, границы населенных. Да, в 2014 году, по-моему, или в 2012 году сколько-то гектаров вот вдоль трассы, которые идут с земли по Атлантической, перешли в Кумзаху. Но это незаконно сделано. Это все сделано незаконно. Это попустительство глав сельских поселений. Абсолютно попустительство. Абсолютно согласие этих глав сельских поселений, которые не досмотрели в свое время за этими документами.
Поэтому это все исправлять легче, и нужно ее исправлять, поставить на свои места. Мы, если 1400 только лицевых счетов открыто в районе, туда не совсем хорошо продвигаются эти вопросы. А теперь вообще остановилась регистрация лицевых счетов, вообще заморозилась в районе. Не открывается 1400 лицевых счетов, это было и в прошлом году. Это было и на совещании прошлого года, когда мы считали, что более 2000 человек у нас пользуются газом. Так? Да. 2000 лишним. Да, почему мы Газпром не открыл эти лицевые счета? В чем проблема, в чем загвоздка? Я хотел сказать, вот где-то 160-170 человек в Хунзахе без лицевого счета с 2020 года потребляют газ. Я вынужден их отключить. Ради людей сейчас, вчера тоже мне сказали, ну не обижайте людей, а кого обижать? Я с тобой согласен полностью и объясняю, вот все главы здесь сидят, объясняю почему. Когда мы сидели в кабинете, когда пришел вот тот руководитель прошлый, когда пришел, я сказал, дайте людям газ, потому что зима, декабрь, если надо людей обеспечить газом, потому что люди и угля нету, и дров нету, и печек нету, но чтобы дальше они открыли лицевые счета. Если они 2 года не могут открывать лицевые счета, абсолютно без каких-либо промедлений, начинайте с завтрашнего дня, отключайте, делайте лицевые счета. Нет, население не виноват. А кто? Население тут не при чем. А кто виноват? Виноват, вот, кто делал эти документы. В 2020 году зеленка не нужно было. Хватало выписка. Все понял. Моя в чем вина? Я виноват в этом? Нет. Не виноват. Когда, последний виноват и абсолютно подождите, когда в районе, когда сейчас дошел дом за газ за 20 миллионов рублей, кто за это виноват? Кто за это будет отвечать? Те люди, которые без открытия лицевых счетов пользуются газом и которые потребляют этот газ, а за него кто будет платить? Завтра возьмут чертову матери, скинут, выбросят счетчик, сожгут его, а кто это потребленный газ посчитает потом? Никто не посчитает. Поэтому в первую очередь виноваты те контролирующие органы, которые, да, в первую очередь моя вина, который тогда попросил допустить этим людям, дать возможность потреблять газ без открытия лицевых счетов на время. Есть же люди, которые 1500 человек поняли это все? Поняли. А почему 200 человек не понимают? 200-300 человек, что среди них нету бедных людей, почему они не могут сделать лицензию за 5000 рублей и до газификации бесплатно провести к себе до дома? До дома хотят провести. Среди них, наверное, есть бедолаги, которые котел не могут купить. А почему это все нельзя делать, Кызри? 200 человек только в Хунзахе. Это же элементарный вопрос. Проще простого, что может быть? Во-первых, мы выполняем указ главы государства, во-вторых, помогаем людям, и в-третьих, решаем вопрос с открытием лицевых счетов. А в чем проблема? Я понимаю, что очень хорошо. Мы человеческую сторону держим. А тот человек, который собрал тогда документы и бабки собрал, положил в карман, он не человек, что ли? Он вчера приходил ко мне. Все, пускай решает вопрос. Я ему сказал, решай вопрос. Этот вопрос мы и решали здесь и коллегиально. Зимой еще хуже будет. Поэтому до зимы не оставляю. У нас же принято так, ваши предшественники 30 декабря отключили газ в спорткомплексе Анусинском. Додуматься надо до этого. Додуматься надо 30 декабря отключить газ в декабре месяце. Это какой человек должен быть? Я понимаю, можно отключить, в январе отключить, то есть в мае отключать, там, в июне отключать, скажи, вот не будем отключать. Ну зачем в декабре ее отключать, когда люди мерзнут? Когда там замерзнет это все отопление, за него кто будет отвечать? Поэтому сегодня начинайте это мероприятие проводить. Вот Кызри, глава, вместе с главой, начинайте это мероприятие проводить. Я знаю эту проблему, я знаю эту ситуацию. С 2018 года поднимаю этот вопрос. Чтобы ни один человек не работал без подключения официально, без открытия лицевого счета. Много о чем мы говорим, и такое ощущение, что мы не всегда допонимаем друг друга. Все социальные выплаты, все обязательства, которые взяло на себя государство, несмотря на ситуацию, тяжелую ситуацию с спецоперацией на Украине и так далее, мы все выполняем.
Ни одного человека нет, которому не выплатили заработную плату. Ни одного человека нет. По крайней мере, в нашем районе. Нету ни одного человека, который не получил социальные выплаты. Все выплаты, которые положены, все получают все выплаты. А мы чем отвечаем? Элементарно мы говорим, актуализируйте базу свою, нашу базу, чтобы нам знать, что у нас есть, чего у нас нет. Это что ли большая проблема? В этом что ли вопрос стоит? Этот начальник ДЭП, руководитель ДЭП, не может ремонтировать. Все же хотят дорогу ремонтировать. А где взять ПГС? А где он должен взять ПГС? Ага, где он должен взять ПГС? Кизилюрте он должен взять ПГС. Да, конечно. Давайте мы отремонтируем вам дороги, в Кизилюрте будем возить ПГС. Весело же получается. 80 лет коммунистический период батлайчинцам можно было это делать, теперь это нельзя делать. Теперь нельзя давать это все. Анусинцы не должны давать, ахалтинцы не должны давать. Давайте не будем ремонтировать дороги. Ведь что такое? Это я не дам, то я не дам, это я не буду делать. Что, ваши собственные, что ли? Или одни делают одно, другие другое делают, что ли? Или он карман себе это все берет? Или он один ездит по этой дороге, а другие не ездят? То есть что за отношение такое? Сколько раз нужно одно и то же говорить? По зеленкам. Здесь нужно быть он говорит, вам смешно здесь, весело здесь. Самая маленькая земля на душу населения в Гацатлинце. Сколько гектаров земли забрали в Гацатлинце, чтобы вы нормально могли ездить к себе в район? Вам сейчас хорошо же ездится от Чалда до Гацатля? А до раз Речеза Кумахович по старой дороге, которая была. Хорошо было, каждый год по несколько машин, когда скидывали с дороги. Падало. Речеза Кумахович дурасан. Или Хариболсах Речеза Кумахович брал. Обратно к течугом. Кильбуна нужен. Одних это касается, харима не касается, других это когда собственности касается, лично себя касается. Никакого харима нету. Или Эбелис Уратовый кончуну ура, мушулицам, все нету свободного куска земли. Еле-еле для садика там колхозное помещение вытащили. Ему Уратов. А что, остальное что, не умузу, что ли? Умузу Уратов тихо налогал. Почему в аренду никто не сдает? Землю. Вы же платите 10 тысяч нету, 20 тысяч нету. Сдайте в аренду земли. Хизри, почему это люди до сколько там сидят на этом каменной чаше? Я вчера сказал этому райотделу, чтобы к чертовой матери всех оттуда убрали. Если не могут элементарной лестницу провести, то за Тазаму до конца недели, чтобы убрали оттуда. Или пускай нормально приводит порядок это все. Все, рассказывай о том, что хочу. Если элементарный вопрос, вся республика жалуется, что каменной чаши дороги нету, эти 4 бая там сидят, ханы. Лестницу не могут сделать. А вы с Баджаролом Чайгуни Хлорудра отдайте тому, кто может это делать. Ничего такого нету, не надо никому идти на поводу. Есть закон, есть порядок. Человеческое отношение никто не понимает здесь. И вот мы только Эди, Жака Бакалда, Эмбейр, вопрос подниматона, замглави. Кино Гватагу, Нетледа Шалари, вопрос Гуру. Хело вопрос, конечно, Нетлед Аса Киниги Иниги Унаро, замечание он кинобук Аниги, Хидани Квешки Кискулар. Питер замечание Геру кинобук Жогбугу. Ну, Кимук Андиадимот Ракалда Аси, Нижрав Глава, Лактан Эджбот Мугу. Сокиусаврай. Конечно, ниш гричес кола, жостик уничес колша онани. Жака сашугут орахла, жибжу кола хонистади, шугол, да бот кола хракин конистади. Хелт эстахаду нижер халтул котолу чантмит дорах. Суббота воскресенье нижер кунару, деби кунару. Сва вопросугу ниж халт изи бот ишвет унгут бат и вопросугу. Ам нижер заман унгут эт вопрос бат иук. Масолосан вайком катали бакалда. Хесу халт инжет саскола. Налоговый инспектор чуватан хеси инжет комекаскола. Вок кадастр инженер оси комекаскола. Суханик боттер хабрян дог боттера бюджетный обжибачен. Есть себя алда последняя точка неслескол. Ша он они топ жибжу колараса кароли до потенциалы до чисто гиталек топ шудовгел до си комекаскола. Это халт йолюгу анжилузай
غب شولي عرسة الجلدسة لا علاقة نجاق جديد الشارع عرس نجاق تونيش كوريش رو شجوع تخا توني مطلق خاص كده انت مسافات بيجو كي هذا دوزاي الله سيجي كينا بوك انيجي نتشجع شاوناني ديدا هباك алды сонеги глава сақал митқсан балиого баркалайтун районалда энес ара раж шаунани хабхалт его сидани садилалари нетлед гун садилалари ботлан хабхалт оля хала суцада гричун ки азрал сонатса ки азрал антхел ки азрал антсел азрал антнон сонатса герон об серук атасутламун толшаз хайч халт идут ибакму нижед яхму راجعني بيرتنون حال إلين صوت صدق لقون بارك الله أمير أيضا ها توجد لازم شبخل جالوتهم شبخ بعد شلوخ شبخ هاتش تقول له شيء هذا ما ذي يجي بريرود خلاه رحسال ده وحنت كيرول ونقول مجويك باتكلشي تونا تسيو كرا هانش كندر شستولد نتلر رات تسيو باتكلشي تونا غازي خليل شستواس باتكلشي تونا صوغي شاي هبجي هابون ومحمد جواتشون أنا والي هدينا نهابزيو هاب راتلوك لغوي بيكول غاندويج وصو شباخ شاخمات إنس نهيزيو شباخ باتشيزيو جل أوليو خارشو قوغوغي تربيكي زون راتلول هاباق الهيزيو جلون ديدغو غاميدويل أورشيس غوي كابينة تخليقون هيوشي دونك أوديجو بازولشي غوردس بوكي جتونيو وطن هيز إتلنا هيوشي أوتوسكالس أحن دي سيبال دا он доцад ниже комекайно гост он женц упрашённый айсайл босн кадастр документ гончел утана хос бежойник хайдил он тестарат кетелон жеге гнежет экрат хал хатемо госап кино жо доме хат қарунел он томого ханч кино қарунио тасло орк мун дистамрош хал я мун дистамрош хал шуга мун дисахал дамрош Амичо, мон дует вот что вопрос. Киевна дисдубро электронный бюджет чего? Электронный бюджет абсал до вас удобно важен. Пожалуйста, жака колю. Бюджет кидо принимать давно. Я. Бюджет кидо принимать. Бюджет то хамуне, как бюджет там сайтл да тому. Бюджет кидо принимать давно. Бюджет хайзик хон сайтл тому. Бюджет кидо принимать давно бюджет. Шира лебешин дешл депшидра сезоне бешиjo. Деп то гочуг до. Кидо би талибо гана дуда кидо би талибо гана жака дил ха проблема бугна мугара. Тут электрон бюджет क्या बोलो कराने, тут सरोजो जाने जिलों का भी कर बोलो कराने, тут सरोजो जाने फियासल बितुन इंफॉर्मेशन बितुन मु कराने, जाका दिला प्रॉब्लम बुगना ना करा, тут से दूसरे तरह से, ये चुदा भी किसी दूर हो रहा दाम नहीं आता, कौन को से दस लोटो, चलो दूर हो रहा दाम नहीं जी आठर रुपया, और तो भी किसी लोग दिसतो, нужно халаржо, нужно колватан дуба चलो, нужно тинги чаха замани, нужно вехитан клонинг лавас хатин клонларо, то zaman ana уже, जाका इन्हें सेल्फुन हुकूमत हाउस कोले Конечно, было. Хотел говорить, ты не говоришь, что ему нужно ударить. Только же скоро нужно. Ну, конечно, кинограмму нужно. Только же скоро нужно. Или вам не нужно. Отсан, футуришный паранор нужно. Эльдерик нам нужно ги. Асе, может думать, что хавзе. Футуришь, может думать, что футуришь. Футуришь хавзе, бюджет к service до залгиазе. Хорошо, Бичана. Бичана, хорошо. Арабский же парамбар, мы не будем, халты не будем. Чем программа участвовать добро, батлять бросо. Сони, чем программа мы участвовать добро. А кино мы будем, хамиш ты забуграть кал, тахай се луги узерос. Шайбару, схони гелечный подсобный хозяйство грахар, закон документ киви. Эмир халдум киви. Это мухале, это мухино жо. Батлять мы этому как глава, глава кино кунан. Дози, дози, дози.